За 5 месяцев 2021 года Казахстан покинули почти 9862 человека. Приехали в страну 3662 человека. Журналисты спросили у мигрирующих за рубеж казахстанцев, почему они покидают страну и почему больше всего скучают. Милана Литвинова 5 лет живет в Канаде. Она призналась, что покинула родину по экономическим соображениям. Уровень того, сколько денег я могу заработать в Казахстане и сколько могу заработать здесь, в Канаде, на одном и том же деле – небо и земля. У меня высокие ставки, высокие цели, поэтому в Казахстане мне просто нечего делать. Тот уровень финансового достатка, которого я хочу достичь, он там невозможен, объяснила она. По словам девушки, в Канаде лучше работает поддержка от государства и финансовая помощь при сложных жизненных ситуациях. В то же время она пояснила, что не хотела бы, чтобы Казахстан перенимал какие-то конкретные вещи. По ее словам, стране стоит сфокусироваться и решить текущие проблемы. О зарплатах рассказала Жанерке Бегалы, которая последние 5 лет живет в Южной Корее. Средние зарплаты здесь около $1800. Это минимум. А максимум больше 10 тысяч долларов, отметила она в качестве причины переезда. Ангелина Ларина 6 лет живет в Чехии. По ее словам, уровень безработицы в стране минимальный, чего не скажешь о Казахстане. Наверное, здесь нет каких-то ограничивающих убеждений, к примеру, что если ты работаешь официантом, то это официант. Потому что в среднем хороший официант будет зарабатывать хорошо. В Европе безопасно. Я чувствую себя безопасно. В Казахстане я себя так не чувствовала. Я не знаю, от чего это зависит. Скорее всего, это зависит от менталитета, поделилась девушка. При этом она призналась, что очень скучает по Казахстану, а также отметила странные предпочтения чехов в еде. Если ты идешь в кино, у тебя кино ассоциируется с вкусным попкорном. Здесь попкорн с колбасой и сыром. Что за издевательство, с улыбкой рассказала она. Азат Шеймердинов переехал в Польшу всего месяц назад. Получаем мы, к примеру, 2500 злотых, это примерно 273 тысячи тенге. Если снимать квартиру одному человеку, будет уходить примерно 1000 злотых. Остается 1500. Их можно потратить на еду, одежду, поднакопить, съездить в другую страну. Здесь съездить в другую страну, как для нас из Алматы съездить в Караганду. Овощи, фрукты здесь вкусные, с этим проблем нет. Мяса маловато. Я люблю мясо, как казах истинный. Здесь практически не найти конину, а если она есть, то она стоит очень дорого, поделился он. Глеб Шевченко 4 года живет в России. Он отметил, что переезд был связан с научной деятельностью. Я думаю, что такого же успеха в Казахстане именно я бы не смог добиться. По крайней мере, известные мне лаборатории плазмы, где я сейчас нахожусь, более развиты в России, прокомментировал он. Глеб признался, что некоторые продукты до сих пор ему из Казахстана высылает мать. Казахстанские продукты, которые, по его мнению, вкуснее, чем в России, это молочная продукция, конфеты и мясо. Григорий Мелкунов 5 лет живет в Израиле. Он отметил преимущество медицинской помощи. Очень просто заказать очередь к врачу, сдать анализы, когда тебе удобно. Если врач выписал лекарство, и ты идешь с этой карточкой в аптеку, тебе дают очень большую скидку, 70%. Покупаешь лекарства за гроши. Казахстан я помню все свое детство и юность. Народ еще из той советской эпохи. До сих пор у нас есть эта серость, что ты должен быть серьезным человеком. Ты должен, отметил он. При этом Григорий заверил, что уезжал из Казахстана с теплом в душе и не имеет никаких претензий к стране.